Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня я хочу познакомить вас с новыми книгами, которые поступили к нам в библиотеку. Все книги, которые я вам сегодня представлю, из серии «Внеклассное чтение». Это замечательная серия издательства «Гроссман», известна многим родителям. В нее вошли художественные произведения из списка литературы, рекомендованных для внеклассного чтения в начальной и средней школе. Сказочная повесть Валерия Медведева «Баранкин, будь человеком» о том, как самым обыкновенным мальчишкам Юрию Баранкину и Косте Малинину вдруг надоело получать двойки, выслушивать нотации и все время делать то, что им говорят. Но после удивительных превращений воробьев, бабочек и муравьев, множества невероятных приключений, ребята наконец понимают, как же это все-таки здорово быть человеком. Действие фантастической повести Киры Булычева происходит в конце 21 века. Время это удивительное. Космические корабли летают в самые отдаленные уголки Вселенной. Земляне путешествуют на другие планеты и общаются с местными жителями. Отправляясь на поиски редких животных для московского зоопарка вместе со своим отцом, девочка Алиса и не подозревала, какие опасные и удивительные приключения ждут их экспедицию. Четвероклассник Витя Перестукин и представить себе не мог, что однажды попадет в удивительную страну, где все его школьные ошибки вдруг оживут, и ему придется немало потрудиться, чтобы вернуться домой. Если вы хотите узнать, что бывает с ребятами, которые ленятся, не слушают учителей в школе и делают уроки кое-как, прочитайте книгу Лии Гераскиной «В стране невыученных уроков». В сборник Валентины Асеевой «Волшебное слово» вошли рассказы и сказки, которые умеют донести до маленького читателя мысль о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Каждый из вас, ребята, может стать волшебником. И для этого не обязательно иметь меч-кладенец, сапоги-скороходы, шапку-невидимку. Для того, чтобы исполнялись ваши желания, нужно знать одно волшебное слово. Прочитайте рассказ замечательной детской писательницы, и вы его узнаете. Сказочная повесть Валентина Постникова «Кругосветное путешествие карандаша и самоделкина» рассказывает о приключениях забавных, никогда не унывающих человечков, волшебного художника карандаша и железного мастера Самоделкина. Герои и их друзья отправляются в необыкновенное путешествие. Им предстоит совершить удивительные открытия, а в пути их ждут незабываемые приключения и неожиданные встречи. В волшебном лесу живут забавные зверята – ежик, медвежонок и их друзья. Они ходят друг к другу в гости, пьют чай с медом, а еще в лесу для них всегда найдется какое-нибудь полезное занятие. Разыскать в тумане лошадь или протирать каждый вечер звезды, чтобы те не потускнели. Трогательные философские сказки о ежике и медвежонке Сергея Козлова учат видеть прекрасное в самых обыкновенных вещах. Стоит лишь приглядеться попристальнее. В сборник рассказов Виктора Голявкина «Тетрадки под дождем» вошли самые известные рассказы замечательного детского писателя. Герои этих ироничных и добрых рассказов – обычные мальчишки и девчонки. Они то и дело попадают в забавные переделки, но никогда не унывают и всегда готовы прийти на помощь друзьям. Дорогие друзья, если вас заинтересовали наши книги, мы ждем вас в модельной детской библиотеке.